Сегодня в столице республики состоялось расширенное совещание Министерства культуры с подведомственными организациями. В рамках мероприятия Афанасий Ноев представлен в новой должности заместителя министра культуры Якутии, а также обсудили предстоящие насыщенные планы. Так, в ближайшие дни 19-20 ноября будут подведены итоги года культурного наследия. В честь этого состоится грандиозный гала-концерт с участием творческих коллективов со всей республики. Весь круг мероприятий трудно все перечислить. У нас и в Якутске здесь пройдут большое количество мероприятий для того, чтобы декабрь завершился вот таким восприятием, наверное, высокого уровня всех культурных мотиваций. Мы сегодня все работаем не просто для того, чтобы поразиться таланту, но еще работаем над содержательной частью всех наших спектаклей, представлений. Это отношение к человеку, это отношение к стране. Это вообще, если в целом так говорить о том, что я и моя Родина. И вот эти вопросы теперь волнуют каждого. Они стоят здесь. И суть каждого спектакля, каждого посещения нашего культурного мероприятия, оно делает человека гражданином своей страны. Не оставили без внимания и недавнюю командировку Минкульта республики в города Центральной России. По словам Юрия Куприянова, лозунг «Мы вместе» в это непростое время обладает глубоким смыслом. Ведь находиться вместе необходимо не только физически, но и морально. В военной академии я подарил ребятам, им там уже такие большие раненые, наши хомусы. И звуки космического хомуса якутского теперь звучат в военном госпитале. Ребята восприняли этот подарок не просто так, вдруг сувенир, Они его взяли как инструмент, которым они будут успокаиваться и издавать эти звуки. Пушкине Андрей Храмов – это человек, который пишет стихи, наш культурный человек. Мы договорились, обсудили, я уговаривал для того, чтобы эти стихи были изданы, потому что это герои сегодняшнего нашего времени, это поколение другое, поколение, которое берет на себя ответственность за будущее нашей страны.